Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Новации бюджетного законодательства обсудили представители регионов Дальнего Востока в ходе семинара-совещания «Эффективное управление общественными финансами в Якутске». 16 сентября состоялся региональный семинар-совещания финансовых органов Дальневосточного федерального округа, приуроченный к столетию образования Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Данное мероприятие является важным событием в сфере управления региональными финансами Дальневосточного региона. Специалисты отмечают, что бюджетная система в России адаптируется к новым условиям для сбалансированности и устойчивости. Гость студии Валерий Жандоров, министр финансов Республики Саха-Якутия. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем наш разговор про сам форум. Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах вот этого семинара. Кто принимал в нем участие, какие темы были затронуты в ходе семинара? Да. Мы ежегодно проводим семинар-совещания для наших руководителей финансовых органов муниципальных образований, для финансистов министерств и ведомств, для бюджетных учреждений, поскольку достаточно быстро меняется бюджетное законодательство. А в этом году было очень много новаций. И, конечно же, необходимо разъяснение ведущих министерств. У нас принимали участие это Министерство финансов Российской Федерации, руководители департаментов правообеспечения бюджетных правоотношений Татьяна Васильевна Саакян и департамент по программному целевому развитию бюджетной системы Российской Федерации Бехчин Николай Аркадьевич. Два ведущих департамента, которые как раз-таки ведут разъяснения по изменениям бюджетного законодательства. В этом году, вы знаете, в связи с изменившимися условиями действия нашей экономики, под внешними санкциями, было принято ряд изменений в законодательстве, которые позволяют регионам без внесения изменений в закон, например, вносить изменения в бюджетную роспись по тем или иным оперативным расходам, требующим оперативного реагирования на изменяющуюся ситуацию. Например, весной этого года мы использовали эту форму при финансировании оперативного финансирования досрочного завоза, накопления грузов, создания материального резерва продовольственных запасов, приобретения топлива в период навигации, в период, когда был резкий рост цен весной этого года. Кроме того, мы представляли поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, мы принимали решение о капитализации нашего регионального банка для того, чтобы обеспечить льготное кредитование отраслей экономики. Законодательство менялось очень сильно и в сфере закупок. Это достаточно большой вопрос, который у многих вызывает вопросы, так называемый 46-й ФЗ, который внес, с одной стороны, некоторые послабления в 44-й ФЗ, но, тем не менее, поставил условия соблюдения вот этих послаблений при реализации 44-го ФЗ. Кроме Министерства финансов приняли участие и представители Минвосток развития, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики в лице заместителя министра Шамилова Марата Маратовича, которые также рассказали о каких новых изменениях в бюджетном законодательстве в отношении развития арктической зоны. Вы знаете, что сейчас активно эта тематика развивается. И даже на последнем Восточном экономическом форуме было достаточно много инициатив и с нашей стороны, от Республики Саха-Якутия, по созданию в Арктике промышленного кластера в том числе. То есть для наших финансистов, министерств и ведомств, учреждений было очень важно услышать из первых рук вот эти инновации в бюджетном законодательстве. Возможно, они для широкого круга населения не всегда понятны, но уверяю вас, что эффективное и рациональное расходование бюджетных средств, безусловно, должно строиться на основе бюджетного законодательства. А те изменения, в которых вынуждены работать наши финансисты, оперативно реагировать, чтобы потом не допустить ошибок, необходимы, безусловно, вот такие вот очные встречи. Все отмечали, что видеоконференц-связи, конечно, полезны и так далее в свое время, но иногда нужно обязательно проводить очные встречи на какой-то регулярной основе, чтобы обменяться опытом. И наши участники, это представители финансовых органов, руководители Дальневосточного федерального округа, также были признательны за то, что организовали вот такой очный семинар, потому что и между собой мы обменялись, конечно, опытом применения того или иного изменения в бюджетном законодательстве.
Кстати, вот про изменения в области бюджетного законодательства. О каких именно изменениях в области управления государственными программами вы бы хотели рассказать нашим телезрителям? Да, а вот руководитель департамента Бекчин как раз по программам целевому методу планирования и исполнения бюджета как раз сказал о том, что со следующего года изменяется структура государственных программ. Например, наш бюджет реализуется через систему 27 государственных программ. Это, например, программы в области образования, программы в области здравоохранения. То есть по каждой отрасли у нас существуют государственные программы с набором мероприятий и целевых показателей. Это не просто финансирование, должны достигнуть определенных результатов в результате расходования бюджетных средств, скажем так. В области образования это определенный уровень, между прочим, показателей ЕГЭ, чтобы он повышался, качество образования. Так? И теперь государственная программа будет делиться, условно говоря, на две большие части. Это проектное финансирование и процессное финансирование. Проектное – это в том смысле, что те мероприятия, которые направлены на повышение именно, если взять в области образования, качества образования, так, а процессное – это рутинные мероприятия, которые министерство будет проводить. И надо сказать, что в этом году мы одни из первых, Республика Саха-Якутия, стали переформатировать наши государственные программы вот в новом виде, то есть разделив их на две части. Это проектная, то есть реализация проектов в той или иной области, в отрасли. И вторая часть – это процессная, то есть функционирование самого аппарата. Отделили от мероприятий. То есть на мероприятие столько-то средств с такими-то результатами, ну а на деятельность аппарата, министерства и его учреждений – это отдельная тематика. Вот такое. Специфическое, но для финансистов очень важно и интересно. И сейчас вся страна будет, все субъекты будут переходить на новый принцип создания государственных программ. Конечно, эти результаты в первую очередь направлены на достижение результатов повышения качества жизни граждан в области здравоохранения, образования, окружающей среды, водоснабжения. То есть все это направлено, все государственные программы. Результатом и показателем является повышение благосостояния граждан. А что вы можете рассказать о бюджетной политике региона? Сегодня, в общем-то, как и вся страна, и все субъекты Российской Федерации, направлены на удержание устойчивости бюджетной системы в нынешних условиях нестабильности экономической ситуации под внешними санкциями. Так? Направлено именно на обеспечение устойчивости, сохранение финансирования, ритмичного финансирования всех социальных обязательств субъекта Российской Федерации, Республики. Это в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. В области строительства мы продолжаем вести активное жилищное строительство. Строительство всех социальных объектов, которые включены в национальные проекты. Так? На самом деле мы реализуем 44 региональных проекта, которые в свою очередь направлены на исполнение 11 национальных проектов. И все объемы финансового обеспечения, они предусмотрены, не изменяются. Более того, мы сейчас готовим корректировку государственного бюджета и надеемся, что мы увеличим дополнительные расходы на финансирование тех задач. Само исполнение бюджета у нас идет с превышением по сравнению с прошлым годом, порядка на 23%. Для нас это такой серьезный результат. Мы чувствуем уверенность, что до конца года мы профинансируем все социальные обязательства. То есть бюджетная политика остается именно такой. В любых условиях, даже в таких условиях, обязательства социальные должны быть исполнены 100%, но и при этом мы финансируем и обязательства так называемого бюджета развития, то есть инвестиционные программы, направленные на строительство, реконструкцию объектов. Это у нас в этом году, кстати, они говорят, очень глобальное. То есть и идет модернизация, ремонт школ, которые мы провели в летний период в достаточно большом количестве. Мы вплоть до благоустройства занимаемся, так? По программе «1000 дворов». Тоже эта программа реализуется во всех муниципальных районах. Так? Улучшение создания комфортной городской среды. И даже такая позиция, как финграмотность, мы тоже продолжаем наш работу центр. То есть вся бюджетная политика настроена на создание стабильности и устойчивости бюджетной системы, исполнения всех расходов, предусмотренных государственным бюджетом.
Валерий Алексеевич, 8 сентября вы приняли участие в 6-м Московском финансовом форуме. Форум проводился под названием «Финансовый суверенитет России. Миф или реальность». Расскажите об итогах форума, о мнениях участников по развитию российской экономики в условиях новых вызовов, санкционного давления, глобальной трансформации. Абсолютно верно. Вот этот форум, все участники отметили его особенность проведения, безусловно. А само название «Финансовый суверенитет России. Миф или реальность». И на пленарном заседании, где участвовали первые лица всех наших финансовых ведомств, так, Министерства финансов, Центрального банка, дискуссия была очень интересной. Все участники отметили, что она была достаточно иногда местами острая. То есть, если министр финансов высказывал свою позицию, допустим, Костин, руководитель одного из крупнейших госбанка, высказывал такую же позицию, плюс еще счетная палата в лице Кудрина Алексея Ильича участвовал в дискуссии. Все признали, и, в принципе, даже Макаров, спикер пленарного заседания, попросил зал проголосовать, кто считает финансовый суверенитет, вот в результате, в конце уже дискуссии, реальность или миф. Все проголосовали, что реальность. И это правда, потому что отметили, что за этот период, до сентября месяца, начиная с беспрецедентного санкционного давления, председатель правительства, делая доклад на этом форуме, сказал, что принято около 5500 санкций. Даже если прочитать их, это несколько суток понадобится, так? Вот, чтобы изучить их и прочитать. Тем не менее, финансовая система и денежно-кредитная система банковская, они выстояли. Это действительно результат работы и Центрального банка, и правительства Российской Федерации, которые вовремя приняли меры, адекватные данной ситуации. То есть финансовая система у нас работает, банковская система работает, все платежи идут, все обязательства бюджетной системы муниципальных, региональных, федеральных, они работают. Никто не испытал никаких перебоев и сбоев. Сейчас единственная задача – это наладить полноценные внешние платежи, поскольку сейчас мы платежи международные делаем только с дружественными странами. Но вот это сейчас задача основная, над которой работают центральные банки и банковская система. Валерий Алексеевич, для Министерства финансов этот год юбилейный. Помимо того, что 220 лет Минфину России празднуем, так еще и столетие Минфина Якутии. Вкратце, в конце нашего разговора, что бы вы хотели пожелать вашим коллегам? Действительно, 100 лет назад в том же декрете, когда была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, был пункт о создании наркомата финансов. Поскольку я всегда говорил, любое общество, любого государства оно не существует без финансов. Если нет казны, то нет государства. Так? И без государства нет казны. Это взаимосвязанные вещи. И я хотел бы пожелать нашим работникам всей финансовой системы, работникам финансовых муниципальных районов, работникам центрального аппарата Министерства финансов, устойчивости и сбалансированности всех бюджетов уровней местных и нашего республиканского бюджета, поддержки успехов в этой высокопрофессиональной, иногда сложной и кропотливой работе, возможно, иногда невидимой, так, но которая обеспечивает как кровеносная система действий всей экономики на территории Республики Саха-Якутия. Ну, а лично им пожелать, конечно же, счастья, радости, благополучия им, лично их семьям, родным и близким. Мы также присоединяемся к вашим поздравлениям, поздравляем вас лично тоже. Благодарю вас, что вы пришли, нашли время ответить на все наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.